Столица Казахстана, город многих судеб, город 5 названий. Он был Акмолинском, потом Целиноградом. Я застал его Акмолой, таким унылым советским городом пятиэтажек, городом мертвых советских же мифов. Потом он стал Астаной, и все переменилось. Вот все это великолепие, все эти небоскребы, прекрасные здания, это не реставрация, не восстановление, это все построено буквально с нуля, из степи. Вот и в 2019-м открывается новая глава. Столица теперь называется Нур-Султан, а у страны теперь новый президент. Вот то здание с синим куполом – это его резиденция. Должен признаться, что первые дни как-то было непривычно, особенно на публичных мероприятиях, когда говорили там президент, я оглядывался, думал, что Нурсултан Абишевич приехал. Но вы знаете, это дело времени. К хорошему быстро привыкаешь. К хорошему? Ну, надеюсь, я понимаю, конечно, что президентская стезя, ноша очень тяжелая. Все же нужно отвечать за безопасность, благополучие всего государства, народа этого государства. Но, тем не менее, президентская обязанность носит и почетный характер. Что же скрывать-то? Не каждый день люди становятся президентами, тем более в нашей ситуации, когда это произошло в режиме, как сейчас принято говорить, транзита власти. Первый в истории независимого Казахстана транзит власти произошел 20 марта этого года, когда после 30 лет руководства в отставку ушел первый президент Нурсултан Назарбаев. Обязанности главы государства перешли к спикеру Сената Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остался во главе Совета безопасности и правящей партии Нур-Отан, которая поддержала кандидатуру Токаева на выборах президента, которые пройдут 9 июня. А как можно противостоять лести, особенно на таком высоком посту, когда все вокруг подчиненные, все так или иначе стараются польстить или, по крайней мере, сделать и сказать что-то приятное? Вы знаете, мне как-то не говорят лести. Может быть, потому что я ее не очень воспринимаю. Не то, что не очень воспринимаю, она мне не нравится, откровенно говоря. Уже пытаются, правда, некоторые там по итогам визита, например, в Узбекистан, высказать такие фразы, как «блестяще», там, «такого никогда не было», «как вы хорошо выглядели» и прочее, прочее. И? Я просто игнорирую, я не отвечаю, я прохожу мимо, потому что грош цена этим словам. Приятно. Самый лучший судья – это ты сам. Я же знаю, где я плохо выглядел, где я ошибся. В этом плане я самокритик, а может быть даже самоед. В центре казахстанской столицы среди зданий современной архитектуры у площади Независимости расположен Национальный музей. Здесь представлен современный взгляд на прошлое Казахстана. Эти территории под разными названиями долгие годы входили в состав Российской, а потом Советской империи. Самые подробные в музее – экспозиция об истории 20 века, большую часть которого Казахстан был Советской республикой. Сталинская коллективизация по всему СССР разрушила традиционный уклад жизни, уничтожила крестьянскую цивилизацию. И в истории Казахстана, и в истории семейной истории Токаева, 30-е годы репрессий и страшного голода. Спасаясь от него, казахи бежали из бескрайних степей на юг, в города. В годы коллективизации Казахстан, если говорить о пропорциональном соотношении умерших во время голода, казахи пострадали больше всех. По самым скромным подсчетам, 2,5 миллиона человек погибло в то время. Из какого общего числа населения? Из тогда? 5. То есть почти половина? Половина. Более 50%. Поэтому эта тема сейчас поднимается, но без надрыва, без политизации, без драматизации и тем более без антирусской направленности. Я хотел бы это особо подчеркнуть, потому что в гибели казахского населения во время коллективизации русский народ
как, впрочем, и русское руководство того времени, не имело никакого отношения. Дедушка и бабушка Касым-Жомарта Токаева с детьми перебрались в город Фрунзе. Так в 30-е годы называлась нынешняя столица Кыргызстана – Бишкек. Русская семья помогла беженцам самым простым жильем – землянкой. Но тяготы после переезда не закончились. Пока глава семьи работал, дети оставались дома с тяжело больной, парализованной матерью. Дед ушел на заработки, а вернувшись, увидел, что младшая дочь, видимо, погибла в печи, упала туда, ей было 2-3 годика. А поскольку его жена была парализована, она не смогла ничем помочь, и отец ушел куда-то и больше не вернулся. А 2 сыновей, в том числе мой отец и его старший брат Касым, почему меня зовут Касым-Жомарт? Потому что я был назван в честь старшего брата отца. Они попали в детский дом, затем в интернат и закончили школу. Оба пошли на фронт, в Великую Отечественную войну. Мой дядя Касым погиб во время знаменитой Ржевской. Под Ржевом погиб, да. Да. Помните стихи Твардовского? Я убит под Ржевом в безымянной болоте, в 5-м роте на левом при жестоком налете. Абсолютно правильно. И похоронен он в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Отец его искал. Но в то время было очень много засекреченных документов, в том числе и по Ржевской битве. И только в середине 2000-х годов, когда открылись архивы Министерства обороны Российской Федерации в Подольске, мы смогли найти место захоронения. Я поехал, взял землю с могилы отца в Алмате, рассыпал ее на могиле, на братской могиле, там, где похоронен мой дядя, взял оттуда землю, привез в Алмату. Гвардии сержант Кемель Токаев после войны поступил на филологический факультет Казахского государственного университета. Поколение, победившее нацизм, восстанавливало страну после войны и переживало разоблачение культа личности. И до конца своей жизни он оставался человеком, который был благодарен Сталину за победу в войне. В этом большое жизненное противоречие. С одной стороны, из-за Сталина он оказался сиротой, но с другой стороны, он считал Сталина великим главнокомандующим вооруженными силами Советского Союза. А для вас Сталин – это кто? Для меня Сталин, конечно же, крупная историческая личность, но, как всякая крупная историческая личность, Сталин был противоречивой фигурой, понятное дело. Все же массовые репрессии, в том числе и на территории Казахстана, никак нельзя простить. Очень много казахской интеллигенции погибло от рук сталинских сатрапов в тюрьмах фактически ни за что. С другой стороны, я соглашаюсь с отцом, что во время войны он оказался на месте, в том смысле, что возглавил Советский Союз в самый критический момент и повел нашу страну к победе. В 1953-м, как раз когда закончилась сталинская эпоха, в Алма-Ате в семье Кемеля Токаевой и Турар Шабарбаевой появился на свет их первенец Касым-Жомарт. В те годы родились многие нынешние президенты стран СНГ. Токаев, ровесник Армена Саркисяна, президента Армении при премьере Пашиняне, на год младше Путина и Рахмона, на год старше Лукашенко. Послевоенное поколение, бэби-бумеры, будущие руководители постсоветских государств. Ярчайшее событие оттепели – страна с полувоенной экономикой и невысоким уровнем жизни запускает человека в космос. Мы очень гордились и по ночам смотрели в небо, надеясь увидеть космический корабль. Я даже помню, как мы праздновали всей семьей полет второго космонавта Германа Титова. Со временем эти полеты стали обыденным делом. А вот полеты именно Гагарина и Титова я до сих пор помню, и все радовались. Я думаю, весь советский народ радовался этим полетам. А для казахов было, для вас было особенно приятно, что это в Казахстане происходит, из Казахстана взлетают? Конечно, имя космодрома ведь звучало во всех сводках. Дикторы программы «Время» сообщали, что с космодрома такого-то взлетел советский корабль. А что сейчас Байконур значит для Казахстана?
Байконур значит, что, во-первых, мы тесно сотрудничаем с Россией. Во время недавних переговоров эта тема сотрудничества затрагивалась в Москве, в Кремле. Владимир Владимирович Путин очень положительно относится к этому сотрудничеству, дает соответствующие поручения. По итогам этих переговоров я принял Дмитрия Рогозина, главу Роскосмоса. У нас очень серьезные планы на будущее. Байконур означает, что Казахстан по сути является космической державой или космическим государством. Байконур и Семипалатинск – два главных места в советском Казахстане второй половины 20 века. С Байконура взлетали в космос. Под Семипалатинском взрывали атомные бомбы. Такие получились два бренда – победный и секретный. Ну, в целом, конечно, один и тот же военно-промышленный комплекс СССР. В мире нет таких прецедентов, когда более 450 испытаний, будь то на Земле, под землей, были осуществлены на одном полигоне. И самое главное, что местные жители не предупреждались о взрывах, каких-либо мер по дезактивации Земли не предпринималось. И до сих пор мы ощущаем последствия этих ядерных взрывов. Поэтому, когда президент Нурсултан Абишевич Назарбаев принял решение еще в советский период времени своим указом закрыть данный полигон, приветствуется до сих пор. И этот день, 29 августа, в мире по решению Генеральной Ассамблеи ООН празднуется как День запрещения испытаний ядерного оружия. Более миллиона человек признаны пострадавшими от советских ядерных испытаний под Семипалатинском. Независимый Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия. Уже 30 лет, с 89-го, казахские степи не слышат ядерных взрывов. Степь для казаха – это все. Степь на казахском языке звучит как «дала». Уло-дала – это великая степь. А Уло-дала фактически это казахская вольница, казахская земля, Казахстан, по сути дела. Но у нас есть и горы в Алмате, поэтому мы говорим о великой степи, как о вотчине всех казахов. С другой стороны, мы не забываем и наши горы. И как выразился один известный поэт, возвысить горы, не унижая степь. Вот мы так и живем. Отец многое рассказывал из истории казахского народа, в том числе, кстати сказать, и о голоде. Он много рассказывал и о ханском периоде, о хане Кенесары, рассказывал о нашем великом поэте и философе Абае. Отец, естественно, говорил на казахском языке. Мама была такой двуязычной, она очень хорошо владела русским языком, но, естественно, она владела казахским языком. Я учился в русской школе, но дома я слышал постоянно казахскую речь. Поэтому, в принципе, мы росли в такой, знаете, двухязыковой среде. «Последний удар». Роман. 1986 год. Перевод с казахского. Автор Кемель Такаев. Отец будущего президента начинал журналистом, редактировал газету «Казахстан Пионеры», а потом стал писать детективы, и его считают основоположником жанра в национальной литературе. 60-е, 70-е, 80-е. Такаев в Казахстане прежде всего книжная фамилия. Дело в том, что отец, особенно первые свои книги, писал рукой. У него был очень красивый почерк, и по ночам он писал книги. Утром шел на работу, потому что он как-то удачно совмещал писательское дело с государственной службой. И вы, значит, узнавали детективные повороты еще до того, как книги были опубликованы? Но, в принципе, иногда мы даже обсуждали, как может пойти тот или иной сюжет в своем развитии. А вам какие детективщики из великих ближе? Конан Дойль или Агата Кристи, или, может, Юлиан Семенов? Ну, Юлиана Семенова я читал, с большим удовольствием читал. Что касается Конан Дойля, естественно, мы все в детстве читали этих пляшущих человечков, да. Разрисовывали даже подъезды пляшущими человечками.
Сын папы-писателя и мамы сотрудницы Института иностранных языков, Токаев через много лет тоже будет писать книги о дипломатической работе и даже мемуары о любимых родителях. Но первым самостоятельным текстом Токаева-школьника стало его письмо в Москву, в приемную комиссию Института международных отношений. Можно представить себе волнение алматинского школьника, которому по почте же пришел ответ из самого престижного вуза страны. Токаева нанимали сыну репетитора по английскому, но по остальным предметам ему хватило школьной программы, и он поступил в МГИМО. Для меня Москва оказалась нечто, это другая планета, огромный, пышущий вулкан, так сказать. После тихой, зеленой Алматы. Но поступив в МГИМО, первое, что я обнаружил, а я закончил русскую 25-ю школу, которую, кстати, закончил Жириновский. Поступив в МГИМО, в Москву, что я обнаружил? Во-первых, полное отсутствие дистанции между мною, приехавшим из Средней Азии, так сказать, из небольшого города Алмата, и москвичами. С точки зрения, во-первых, объема знаний и эрудиции. Я это отношу не столько к себе, сколько к наличию единого стандарта образования в те годы. Слушайте, но МГИМО это всегда был такой вуз элитный, блатной, снобский. Вы сталкивались же с золотой молодежью? Как это все произошло? Нет, у нас в те годы так называемой золотой молодежи не было. Да, учились дети, внуки членов Политбюро, чрезвычайных и полномочных послов, генералов КГБ, академиков и так далее. Но вели они себя так же, как и все мы. Единственное, конечно, они же жили в центре Москвы, на улице Грановского. В отдельных квартирах. У них были возможности покупать вещи в закрытой секции ГУМа или еще где-то. Это мы все знали. Дети послов, естественно, они видели за границу. Будучи в стройотрядах, на субботниках, я с большим удовольствием слушал рассказы ребят, девушек, которые учились в школах Нью-Йорка, Лондона и так далее. Для меня это как другая планета была. Очень интересно было слушать. Через 5 лет, в 1975-м, другая планета стала ближе. Преддипломную стажировку Токаев проходил в советском посольстве в Китае. В этой стране он окажется еще не раз, увидит и культурную революцию, и первые реформы со всей китайской спецификой, уверенно держащей власть коммунистической партии и системой жестких наказаний. Я сам один раз видел, как коррупционеров расстреливали на стадионе. Ужасное впечатление. Людей привезли на грузовиках, высадили. Они на глазах повязки, посадили на колени, объявили приговоры. И каждому по выстрелу в затылок. А все. Как вы там оказались? Оказалось, было дело. Это было в 1988 году в одном из южных городов Китая. Тяжелое впечатление, да? Во всяком случае, необычно было смотреть на это все. Но, с другой стороны, я не осуждаю. Таковы исторические и культурные традиции этого государства. Возможно, если они не будут применять подобного рода методы наказания, не только за коррупцию, кстати говоря, но и за тяжелые разбойные нападения, за изнасилование, за ограбление банков и так далее, то они не справятся с ситуацией в стране. Дружественные отношения с СССР и Китаем оборвались еще в 50-е. Официальная нормализация произойдет только в конце 80-х. Работа советских дипломатов в Китае была тогда особенно сложна. Токаев 2 года стажировался в Пекинском лингвистическом институте, потом работал в советском посольстве. Я всегда чувствовал, что Китай обладает огромным потенциалом. И на моих глазах разворачивались рыночные реформы, открытая экономика. Дэн Сяопин выезжал в приграничные районы, где создавались спецэконом-зоны, и говорил: смелее, смелее, открывайтесь, проводите реформы. По-китайски это в прямом переводе звучит как «нужно иметь большую печень». А как это звучит на китайском, скажите? Дадань, дадань. То есть большая печень. То есть, в принципе, уже сейчас медики догадались, что люди храбрые или в состоянии
аффекта имеют расширенную печень, так сказать, печень увеличивается. А китайцы, видимо, давно это знали, поэтому быть храбрым – это значит иметь большую печень в китайском языке. Не могу вас еще не спросить в связи с Китаем. Насколько я знаю, вы как раз находились в Пекине во время событий на площади Тяньаньмэнь. Да. Какой вы вывод сделали, урок для себя на будущее из этих событий? Во-первых, радикальные экономические реформы приводят к очень серьезным социальным потрясениям. Это первый вывод. Второй вывод. Нужно должным образом проводить идеологическую работу прежде всего среди молодежи, разъяснять смысл реформ. Третье – это опасность коррупции, которая подрывает веру людей в реформы. Ну и четвертый вывод, возможно, спорный. Тогда китайское руководство приняло правильное решение, остановив студенческие манифестации, применив силу, потому что в противном случае Китай мог бы погрузиться в пучину беспорядков, которые привели бы к тяжелейшим последствиям для будущего этой страны. Ну, другими словами, нынешнего Китая сейчас не существовало бы. В то же время нужно понимать, что в Советском Союзе в то время происходила перестройка. Китайская молодежь оказалась под очень сильным влиянием, а может быть и обаянием Горбачевской перестройки. И когда он в середине мая 1989 года приехал с визитом в Китай, китайская молодежь высыпала на улицы и скандировала лозунги «Да здравствует перестройка». В эти дни в китайской столице происходит событие неординарное по всем меркам. Ведь речь идет о переводе на стабильную, здоровую основу. Китайскому руководству пришлось решать очень сложную задачу. Во-первых, показать, что перестройка – это гибельный путь. Нужно заниматься реальной экономикой, реформировать ее, а затем приступить к политической трансформации общества. Это первое. Во-вторых, доказать, что социализм ничем не хуже капитализма. То есть и Дэн Сяопин тогда выдвинул знаменитую формулу «две системы в одном государстве», имея в виду Гонконг и Макао. И эту задачу они успешно решили. То есть и при социализме можно, с их точки зрения, решать вопросы, которые были в свое время решены при капитализме, в данном случае в Гонконге и Макао. Но это китайский взгляд. Это не говорит о том, что я ратую за социализм. Нет. Только хотел спросить, вы ратуете за социализм? В какой-то мере социализм – это идеология, которая всегда будет присутствовать и овладевать умами подрастающего поколения. Потому что социализм ассоциируется с социальной справедливостью. И социализм не умер. Но я сторонник социализма лишь в той мере, когда речь идет о социальной справедливости. Я сторонник, можно сказать, социализма с человеческим лицом. То есть никакой борьбы с частной собственностью? Ну что вы, частная собственность – это неотъемлемая часть нашей экономики. Незыблемость частной собственности прописана в Конституции. Я твердый сторонник частной собственности. Руки на место! Спокойно, не сопротивляемся, нормально. Обсуждая проблему коррупции, с которой в разных странах борются по-разному, Токаев сегодня указывает на опыт Казахстана, где по таким обвинениям наказаны чиновники практически всех уровней, от районных начальников до бывшего премьер-министра. Вы уже упоминали про важность борьбы с коррупцией. Применимы ли здесь, близки ли вам в этом смысле радикальные меры, такие, например, как в свое время Михаил Саакашвили применил в Грузии? Но он, например, полностью поменял состав полиции в какой-то момент. Я слышал об этом. Возможно, в будущем мы в режиме пилотного проекта попытаемся осуществить реформу в отношении местной муниципальной полиции. Постараемся в будущем. У меня это есть в плане. Но опять же, в режиме пилота в отдельно взятой области или районе. Саакашвили было проще, у него страна маленькая. И население чуть больше 3 миллионов. Поэтому с экспериментами нужно быть очень осторожными. Хотя реформы нужны.
А вы как профессиональный дипломат и человек, учившийся в МГИМО, наверняка хорошо знакомы с Лавровым. Да, я его очень хорошо слышу, знаю. что вы даже на «ты». Да, безусловно, мы на «ты». И более того, мы знакомы с ним еще с давних советских времен. Дело в том, что в конце 70-х, в начале 80-х годов он возглавлял МИДовский комсомол без отрыва от производства. Я же был одним из заместителей Лаврова по комсомолу, тоже без отрыва от производства. Мы выезжали на комсомольские учебы, играли в футбол, умеренно выпивали. В феврале этого года я был на Мюнхенской конференции. Я постоянный участник Мюнхенской конференции. Пришел специально послушать его выступление и поздравил с очень удачным, на мой взгляд, выступлением. А как, на ваш взгляд, вообще вот в международной политике, в взаимоотношениях между государствами, насколько важны вот эти личные отношения? Или все-таки мухи отдельно, а котлеты отдельно? Личные отношения всегда важны. Будь это межгосударственные отношения или же, в конце концов, строительство благоприятного инвестиционного климата. На личных отношениях, на взаимном доверии, в конце концов, на взаимных симпатиях очень много строится. Все ведь люди. И Трамп неоднократно говорил о том, что Путин ему очень сильно импонирует. Раз заговорили про Трампа, как вы, профессиональный дипломат, оцениваете, я не прошу вас оценить лично Трампа, всю эту историю вокруг Трампа, то, что называется эффект Трампа, синдром Трампа, о котором столько сейчас говорят. Является ли это каким-то переломным моментом во всей мировой политике, который может в том числе на Казахстане отразиться? Вы знаете, наблюдая за Соединенными Штатами Америки, я чувствовал, что запрос на такого человека, как Трамп, присутствует, и не только присутствует, но и возрастает. Почему? В принципе, такой человек, как Трамп, должен был бы появиться в США. Другое дело, что он появился на 4 года раньше, чем серьезные эксперты предсказывали. Почему? Потому что то, что говорит Трамп, это назрело. Конечно, кто бы мог подумать, что Соединенные Штаты Америки будут проводить политику антиглобализма. Кто бы мог подумать, что Китай будет радовать за открытую международную торговлю. Правда, Трамп парирует. Он говорит, что справедливая торговля – это честная торговля. То, что говорит Трамп, это в русле настроения значительной части населения Соединенных Штатов Америки. Другое дело, что мы смотрим CNN и другие передачи, и складывается такое впечатление, что Трампа только и делают, что критикуют. Да, его критикуют. Это правда. Но он популярен. И тот факт, что на него не нашли компромат во время независимого расследования, в значительной степени открывает, мне кажется, дорогу ко второму сроку. В конце 70-х приезжавший из командировок домой дипломат Токаев делился впечатлениями о зарубежье со своими родителями. И тогда для них это были истории с другой планеты. Отец, он умер довольно рано, в 63 года. Где-то начиная с 60 лет он стал активно интересоваться религией, исламом, естественно. А будучи в Сингапуре, я как-то во время отпуска обронил фразу, что там, в этой стране, есть крупная мусульманская община, и Коран свободно продается в магазинах. Более того, пленки с напевами Корана, чтением сур тоже продаются в магазинах. Он мне сказал, можешь ты мне привезти все это? Я подумал, сказал, знаешь, это чревато через границу везти Коран и пленки с чтением сур. В то время это запрещалось же. 70-е, 80-е. Да, годы. Но, тем не менее, маленькую книжку с Кораном, написанную на арабском языке, и одну пленку с чтением сур я все же привез. И он слушал, хотя был на протяжении всей своей жизни очень убежденным коммунистом. А вы? Я не атеист, конечно, я верю в Бога, я верю в то, что Всевышний существует. По своему происхождению я, естественно, мусульманин, но я не тот мусульманин, который 5 раз читает намаз. По праздникам я посещаю
мечеть. И снова Национальный музей в городе Нур-Султан. Здесь подробно рассказывают о почти 30 годах независимости Казахстана, на ходу превращая современность в историю. С Нурсултаном Назарбаевым Токаев познакомился в 1985 году, работая вторым секретарем советского посольства в Пекине. Председатель Совета министров Казахской ССР приехал в Китай с визитом в составе советской делегации. Увидел Токаева. «Ты казах?» «Казах». Токаев продолжил работать в Китае, потом в Москве, развалился СССР, менялась жизнь, рушились карьеры. Но Назарбаев, как выяснилось, не забыл давнего разговора в посольстве и, став президентом уже независимого Казахстана, разыскал давнего знакомого и предложил ему вернуться работать на родину крылатой фразой. «Бери шинель, иди домой». Вот. Я воспринял это как приглашение, затем ждал его. За это время я окончил дипломатическую академию в Москве. В 1992-м в Пекин собирался премьер-министр независимого Казахстана. Опытного дипломата-китаиста Токаева включили в состав делегации переводчиком и экспертом. После удачного визита последовало приглашение в родную Алма-Ату, сразу на пост замминистра иностранных дел. Я отказывался, я сказал, я слишком молод, мне всего-навсего 38 лет, я должен поработать хотя бы директором департамента. На что премьер-министр Терещенко мне сказал: ты, по-моему, слишком долго работал в Москве. Конкурентов на эту должность до первой Алматы выстроились, ждут приглашения. Ну и таким образом я попал в Министерство иностранных дел, а все остальное можно прочитать в Википедии. Список для Википедии внушительный. С 1992 года Касым-Жомарт Токаев – замминистра иностранных дел, первый замминистра, министр иностранных дел, премьер-министр Казахстана, вновь министр иностранных дел, председатель Сената. Выстраивание отношений молодого независимого Казахстана с внешним миром во многом его заслуга. Я вспоминаю свои командировки в 90-е годы в Соединенные Штаты Америки, в Европу. Я возвращался из них как выжатый лимон буквально, потому что критиковали нас за так называемое отсутствие или недостаточность демократии. И что вы отвечали? Мы говорили о том, что демократия у нас присутствует в том объеме, к которому мы сейчас готовы. Я говорил о том, что демократия, в принципе, не делается за одну ночь. Это процесс, который растянулся в Европе на целые столетия. В Соединенных Штатах Америки демократия ведь тоже не в одну ночь была построена. Еще в 60-е годы мы видели явную дискриминацию черного населения, женщин и так далее. Что касается Казахстана, демократия стала необратимой тенденцией. Нынешний транзит власти в Казахстане, конечно, идея Назарбаева, давно высказанная Касым-Жомарту Токаеву. Чтобы свыкнуться с этим предложением, председателю Сената потребовалось немало времени. Ну что скрывать, с первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился. И разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже не один год. Я абсолютно трезво оценивал свои возможности, понимал, насколько тяжела ноша президента целого государства, 9-го в мире по территории государства, расположенного в самом сердце Евразии, если так можно выразиться. Токаеву 65 лет. Работа высокопоставленного чиновника до сих пор не требовала особой публичности, но должность президента – это совсем другая история. Я собираюсь оставаться самим собой. Мне говорят, что вот не хватает в вас живости, образа такого раскованного человека, что вы человек в пиджаке, что от вас веет, так сказать, государственным служащим и так далее. Но я сказал, что нет, я переделывать себя не буду, воспринимайте меня такой, какой я есть. С 1975 года, когда я закончил ГИМО, я фактически все время на государственной службе. Естественно, я ношу пиджак на работу. А до того, я не знаю, какие сейчас порядки в МГИМО, до того я тоже ведь одевал костюм, потому что в те годы в МГИМО от студентов требовали одевать костюм и галстук. То есть вы себя без костюма уже некомфортно ощущаете? Ну, конечно.
все же начиная с 9 часов утра и фактически до 9 часов вечера мы находимся в костюмах на работе. Говорят, что это не так полезно, но, как говорится, мы родились в пиджаке, повторяюсь. У вас есть какой-то любимая фирма-производитель галстуков и костюмов? Я сейчас стал носить галстуки отечественного производства. У нас научились. В Казахстане? В Казахстане. Есть фирма, которая торгует и поставляет галстуки очень приличные. Вот этот галстук, между прочим, пошит в Алмате. Вот. Подозреваю, что они фактуру могли заказать в Италии. Подозреваю. Но, в принципе, Похож на итальянский, да? Да, он значится как казахстанский. Для нас это важно, чтобы поддерживать отечественных товаропроизводителей. А вы синие или красные галстуки предпочитаете? Вишневые и синие, и голубые. Разные галстуки. Я вообще люблю галстуки. Громыко в свое время носил темно-вишневые и темно-синие галстуки. Но у меня более широкая палитра галстуков. Но не могу сказать, что они сверхяркие. Разные. Kassym-Jomart Tokayev, I thank you very much for being Thank you very on our much. I appreciate it. Убежденный последователь строгого дресс-кода, президент Токаев – дипломат высшего уровня, чрезвычайный полномочный посол. Люди этого круга известны, среди прочего, тонким чувством юмора, так необходимым на переговорах о высоком и не очень. Да, я люблю анекдоты. Но, к сожалению, на телевидении это не все анекдоты расскажешь, там же слова есть разные. То есть вы бы не хотели сейчас нам рассказать какой-то из любимых анекдотов? Ну, давайте я расскажу, а вы потом... А мы отрежем, если что. Да, значит, музей классической живописи. Стоит мужик в музее и мочится в угол. К нему подходит интеллигент, так пальчиком стучит по спине и говорит: простите великодушно, вы не подскажете, где находится зал классической живописи XVIII века? Тот поворачивается и говорит: да здесь. В 2011-м карьерный дипломат Токаев стал заместителем генерального секретаря ООН. Это высший международный пост, который когда-либо занимал казах. Тогда же, ему было положено по должности, Токаев завел себе Твиттер. И с тех пор твитит регулярно, по несколько постов в день, причем на разных языках. Вот французский, английский, казахский, русский. В СНГ такую президентскую твиттер-активность сравнить, пожалуй, не с кем. А в мире, если только с Трампом, но тот твитит только на одном языке. Я читаю много и на английском языке. Фикшн, нон-фикшн? Разную литературу. Но сейчас в большей степени политические. Очерки, книги. Я прочитал 2 последние книги о Трампе. До этого я читал разгромные книги о Буше. Надо отметить, что американские руководители даже после таких книг спокойно выходят на работу, хотя с точки зрения нашей политической культуры это трудно перенести. Ведь пишут ужасное о них. Но, как говорил Рузвельт, для того, чтобы заниматься политикой, нужно иметь кожу носорога. Они, по-моему, это имеют. А вы имеете? Я не могу сказать, но обрастаю. Допустим, 15-20 лет назад, когда не было социальных сетей, прочитав отрицательную рецензию на себя в какой-нибудь газете, какое-то время я переживал. Даже не столько переживал, сколько возмущался. А сейчас мне все равно. А потом, вы знаете, я сижу в социальных сетях. Я пользуюсь смартфоном до сих пор, отвечая на сообщения по WhatsApp, сигналы и так далее. Вам разве разрешено, как президенту, пользоваться открытыми каналами связи, такими как WhatsApp? Ну, переписка носит безобидный характер. Но в конце концов замкнуться я не могу. Кстати, некоторые поручения я даю по WhatsApp. А как вы относитесь, кстати, к идеям, которые очень популярны в России, но и не только в России, что интернет надо ограничить, его нужно контролировать, его нужно в нужный момент отключить вообще от всемирного интернета? Сложный вопрос. Но замкнуться как улитка – это невозможно в современном мире. Все равно найдут обходные пути и выйдут на большую сеть. Другое дело, что нужно иметь свою правду, как говорится, уметь доносить ее через те же социальные сети. Вот твит для меня – это личное телеграфное агентство. Зачем мне вызывать журналистов, давать интервью или что-то объяснять, когда есть твит?
Инстаграм очень хорошо пошел. До президентства я Инстаграм не вел. Мне посоветовали, не буду скрывать, завести страничку в Инстаграме. Туда скидываются все фотографии, официальные и полуофициальные сообщения. И сейчас, если мне память не изменяет, более 300 тысяч подписчиков имеется на Инстаграме, причем за очень короткий период времени. Говорят, что это рекорд, не знаю. А вы давали поручение на местах тоже пользоваться социальными сетями. Для чего вы считаете это нужно чиновникам среднего звена или нижнего звена? В конце концов, социальные сети – это данность, это реальность, во-первых. Во-вторых, социальные сети приближают чиновников к людям. Это тоже данность. В-третьих, молодежь сидит в социальных сетях. Это же тоже данность, которую надо признать. Молодежь, кстати, сейчас не смотрит телевизор. Телевизор, наверное, смотрит только наше поколение. И, возможно, домохозяйки. Я, например, тоже, кстати, гораздо меньше стал смотреть телевизор. Вы перешли в соцсети. Я перешел в соцсети. Если кто-то хочет донести до вас какую-то проблему, может ли он к вам обратиться через соцсети? Были случаи, когда действительно я чувствую, что это крик души. В Инстаграме размещали, в Твит обращались. Я, естественно, переводил их в порядке поручения руководству администрации президента или премьер-министра. А приведите какой-нибудь пример. Там по каким вопросам к вам обращались за помощью? Очень много. Вот за короткий период времени и по личным вопросам обращались, и жаловались на несправедливые судебные решения, но эти вопросы сейчас рассматриваются соответствующими инстанциями. Были какие-то личные вопросы, кого-то неправильно не зачислили в школу или в университет. Все это ставится на контроль, отправляется и принимается решение. Причем акимы, то есть губернаторы, отвечают мне: мы приняли такие решения по вашему поручению. Конечно, я чувствую, что, может быть, иногда им это в тягость. Появился президент, который ориентируется на социальные сети и по ним дает поручения. Но жизнь такова. Вы в этом, кстати, похожи на Трампа. Вы же знаете, что он тоже очень активен в Твиттере и во многом по Твиттеру узнает, что происходит. Так, более того, заметили, что Трамп ночью пишет свои твиттеры, он не спит. Ночью сидит в Твиттере, правда? Да, он стучит по клавишам. 3, 4 и 5 апреля Токаев один за другим писал твиты и выкладывал фотографии в Инстаграм со своего первого официального визита. Президент Казахстана был в Москве. Не секрет, что взаимоотношения с Россией, с соседями складываются совсем по-разному. И в этой связи как бы вы оценили нынешний уровень отношений между Россией и Казахстаном? Как складываются взаимоотношения России с другими соседними государствами – это вопрос России. Я здесь каких-либо комментариев давать не буду. Но, как говорил Владимир Ульянов Ленин, мы пойдем другим путем. А наш путь состоит в том, чтобы налаживать, укреплять стратегическое партнерство и союзнические, что очень важно, взаимоотношения с Россией. Ну, для вас, наверное, не секрет, что появились сейчас и новые звенья. Если говорить старым языком, в мире культуры, например, есть рэпер Скриптонит, очень популярный в России. Он выходец из Казахстана и вообще... Я несколько раз слушал его, но не могу сказать, что я буквально, как говорится, погрузился и стал понимать, но обещаю, что постараюсь в этом направлении что-то сделать. А так, в принципе, мы очень гордимся Димашем, который покорил китайскую публику, теперь российскую публику, дал несколько концертов в Кремлевском дворце съездов. Аншлаг, полный аншлаг. Детским увлечением Токаева был настольный теннис. Он прекратил занятия в спортивной секции на уровне кандидата в мастера спорта в 8 классе, когда потребовалось время для дополнительных уроков английского.
позже Токаев 13 лет будет возглавлять Казахстанскую федерацию настольного тенниса. А вы сам для себя сейчас продолжаете играть? Редко, но сейчас хочу восстановиться. Дело в том, что недавно я был в поездке в одной из областей. Посмотрел на стол, я так понял, что в гостинице этот стол поставили специально для меня. Посмотрел на хорошую ракетку, перекинулся пару раз. Понял, что в принципе мастерство не пропьешь. Но я не собираюсь делать теннис таким всеказахстанским видом спорта, чтобы все... Не собираетесь? Нет, не собираюсь. Чтобы все вдруг начали играть в него. У меня такого плана нет, естественно. Зачем это? Это все по желанию. Я знаю, что когда Борис Николаевич Ельцин был президентом, все стали играть в большой теннис и волейбол. Да. Сейчас в хоккей все играют. У меня таких планов нет. Сегодня у президента Токаева блиц-поездка в школу. Село Каше совсем рядом со столицей. Это здание построили еще в 1964-м. О приезде президента не предупреждена заранее даже директор, и все волнуются, кажется, больше, чем перед выпускными экзаменами. Саламатсыздар. Математика. Оқу қалай болып жатыр, балалар? Білім экономикасы бұл қиял емес, фантазия емес. Бұл шындық. Білімді адам өмірде өз жолын табады. Білімді 1000 адамды жарады деп қазақтар бекер айтқан жоқ. Білекті адам бір ғана адамды жарады. Сондықтан білім алу үлкен жұмыс, бірақ дегенмен бұл жұмысқа кірісу керек. Міндетті түрде. Табысты болыңдар. Уважаемый президент, мы очень рады вас приветствовать в нашей школе. Для меня это большая честь, что вы в нашей школе, и видеть вас очень большая честь. Я уже сказал, что білімді адам 1000 адамды шығады. Сондықтан білімді адамдар болыңдар. Высокий гость попрощался, уехали и журналисты. Школьные коридоры опустели. Мен президентпен сөйлестім, папа. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен. Да, папа, прикинь? Что он хотел? Он в школу к нам приезжал, он нам новую школу построить обещал. Мен Арсалды сол школда оқитын болады. Он қай жерде? Ол осы Қосшыда бізде салынатын болады скоро. Он сам нам пришел сюда и пообещал. Бізді мақтады, нам удачи пожелал на НТ. Он такой положительный вообще. Да. Вообще, да, блин, такой приятный пап. Представляешь, к нам в школу приехал президент Касым-Жомарт Кемелұлы. Я тебе серьезно говорю? Я лично с ним рядом стоял, беседовал. Я ему про нашу школу сказал, то, что построите ли вы нам новую школу? А он ответил, обещаю, я вам построю новую школу. Если возвращаться к тому, как менялся Казахстан за это время, что вот за последние 20 лет здесь изменилось вот в первую очередь? Что бы вы назвали? Во-первых, появилась новая столица. Во-вторых, изменился весь Казахстан. В-третьих, изменилось качество людей. Воспитано целое поколение юных казахстанцев, которые получили хорошее образование, будь то за границей или в самой стране, и они совершенно новыми глазами смотрят на весь мир.